Сон под своей звездой. Я уже говорил, как Анастасия воодушевляется, рассказывая о растениях и людях, с ними общающихся. Я думал, что она, живя на природе, хорошо изучила лишь природу, но она обладает информацией и о планетарном устройстве. Она словно чувствует небесные тела. Судите сами, как она говорит о сне под звездным небом. Растения, получившие информацию о конкретном человеке, вступают в информационный обмен с космическими силами, но они являются лишь посредниками, выполняющими узконаправленную задачу, касающуюся плоти и некоторых планов душевных. Они никогда не прикасаются к сложным процессам, присущим из всего животного и растительного мира планеты только человеческому мозгу и только человеческим планам бытия. Однако установленный информационный обмен позволяет сделать человеку то, что под силу лишь ему одному – воспользоваться космическим интеллектом, а если точнее, обменяться с ним информацией. Совсем несложная процедура позволяет это сделать и почувствовать благотворность такого воздействия. Анастасия излагала ее так. В один из вечеров, когда погодные условия позволят, устройте себе ночевку под звездным небом. Постель при этом необходимо постелить невдалеке от кустов малины, смородины или злаковых насаждений. Вы должны быть одни. Лежа на постели лицом к звездному небу, не следует сразу закрывать глаза. Взором и мысленно побродите по космическим телам. Не напрягайтесь, думая о них. Мысль должна быть легкой и свободной. Сначала попытайтесь думать о самих видимых вам небесных телах. Потом можете помечтать о сокровенном для себя, о близких вам людях, о тех, кому желаете добра. Не пытайтесь даже думать в этот момент о мести или желать кому-нибудь зла. Эффект может быть для вас неблагоприятным. Такая несложная процедура оживит некоторые из множества спящих в вашем мозгу клеточек, большинство из которых так и не просыпается за период человеческой жизни. Космические силы будут с вами и помогут достичь воплощения самых немыслимых светлых мечтаний, обрести душевный покой, наладить благоприятные отношения с близкими, усилить или вызвать их любовь к вам. Данную процедуру очень полезно проделывать несколько раз. Дает эффект она только в местах вашего постоянного контакта с растительным миром. И это вы сами почувствуете уже утром. Особенно важно проделывать такую процедуру каждый раз накануне дня своего рождения. Долго, да и не к чему пояснить сейчас, как действует этот механизм. Счастье пояснений ты не поверишь, счастье не поймешь. Значительно легче и короче об этом можно будет говорить с теми, кто уже попробует и испытает его воздействие на себе, ибо полученная и проверенная информация будет способствовать восприятию последующей. Помощник и воспитатель вашего ребенка. Задавая Анастасии вопрос, каким образом участок земли с насаждениями, пусть даже высаженными специальным образом и находящимися в контакте с человеком, может способствовать воспитанию детей, я ожидал услышать от нее ответ вроде того, что необходимо детям прививать любовь к природе,
Однако ошибся. Сказанное ею удивило простотой аргументации и в то же время глубиной философского смысла. Природа, разум Вселенной сделали так, что каждый новый человек рождается как властелин, царь. Он подобен ангелу, чист и непорочен. Еще открытое темечко принимает огромный поток вселенской информации. Способности каждого новорожденного позволяют ему стать мудрейшим существом во Вселенной, подобным Богу. Совсем немного времени требуется ему для того, чтобы одарить своих родителей счастьем и благодатью. Это время, за которое он осознает сущность мироздания, смысл человеческого существования. Отрезок всего в 9 земных лет. И все, что для этого ему требуется, уже существует. Родителям лишь не нужно искажать реальное, естественное мироздание, отделять ребенка от самых совершенных во Вселенной творений. Но родителям технократический мир не позволяет это сделать. Что видит младенец первым своим осмысленным взглядом? Он видит потолок, край кроватки, какие-то тряпочки, стены, атрибуты и ценности искусственного, созданного технократическим обществом мира. И в этом мире его мать, ее грудь. Наверное, так, значит, и надо, думает он. Его улыбающиеся родители, словно драгоценность, преподносят ему брякающие и пищащие предметы, игрушки. Зачем? Он долго будет осознавать, зачем они бряцают и пищать. Он будет пытаться осмыслить это своим сознанием и подсознанием. Потом эти же улыбающиеся родители будут связывать его какими-то тряпками. Ему неудобно. Он будет пытаться высвободиться, но тщетно. И единственный способ протеста – это крик. Крик протеста, просьба о помощи, крик возмущения. С этого момента ангел и властелин становится нищим, рабом, просящим подаяние. Ребенку один за другим преподносят атрибуты искусственного мира, как благо новая игрушка, новая одежда, и внушают тем самым, будто бы эти предметы являются главными в том мире, куда он пришел. С ним, пусть еще маленьким, но уже самым совершенным существом во Вселенной, сюсюкают, тем самым невольно относясь к нему как к несовершенному существу. И даже в тех заведениях, где, как вы думаете, происходит обучение, ему говорят о достоинствах, опять же, искусственного мира. Лишь к 9 годам вскользь упоминают о существовании природы, как о приложении к чему-то другому, главному, подразумевая при этом рукотворное. И большинство людей до конца дней своих не в состоянии осознать истины. Казалось бы, простой вопрос. В чем смысл жизни? Так и остается неразрешенным. А он, смысл жизни, в истине, радости и любви. 9-летний ребенок, воспитанный естественным миром, имеет большие точности в осознании мироздания, чем научные учреждения вашего мира и многие признанные вашим обществом ученые. Стоп, Анастасия, ты, наверное, имеешь в виду знание природы, если его жизнь будет протекать так, как твоя. Здесь я могу с тобой согласиться, но ведь современный человек вынужден
Хорошо это или плохо – другой вопрос, но он вынужден жить именно в нашем технократическом мире, как ты его называешь. Человек, воспитанный так, как ты предлагаешь, природу будет знать, чувствовать ее, а в другом окажется полным профаном. Есть еще такие науки, как математика, физика, химия, просто знание жизни, ее общественных явлений. Все это для познавшего в свое время сущность мироздания пустяки. Если он захочет, посчитает нужным проявить себя в области какой-то науки, то с легкостью превзойдет всех остальных. С чего бы это вдруг? Человек технократического мира еще ничего не изобрел такого, чего нет в природе. Даже совершенные рукотворные механизмы – лишь жалкое подобие уже существующего в природе. Хорошо, пусть так. Ты ведь обещала рассказать, как можно воспитывать ребенка в наших условиях, развить его способности. Только говори об этом понятно, покажи на конкретных примерах. «Я постараюсь на конкретных», — ответила Анастасия. «Я уже моделировала такие ситуации и попыталась подсказать одной семье, что нужно делать, только они никак не могут осознать ключевого момента и задать своему ребенку вопрос. У этих родителей получился необыкновенно чистый, способный ребенок. Много пользы живущим на земле мог бы он принести, но родители приезжают с этим 3-летним ребенком на свой дачный участок и везут с собой его любимые игрушки. Искусственные игрушки, смещающие истинные приоритеты Вселенной. О, если бы они этого не делали, ведь ребенка можно занять и увлечь другим, более интересным делом, чем бессмысленное и даже вредное общение с рукотворными предметами. Прежде всего, попросите его помочь вам. Только делайте это на полном серьезе, без всяких там сюсюканий, тем более, что он действительно окажет вам помощь. Если вы делаете посадку, то попросите его подержать подготовленные к посадке семена или разгрести грядку, или самому положить в подготовленную лунку семечко. При этом рассказывайте ему, что вы делаете. Например, можно так. Мы положим семечко в землю и засыплем его землей. Когда солнышко будет светить и нагреет землю, семечку станет тепло, и оно начнет расти, захочет посмотреть на солнышко, и выглянет из земли зеленый росточек. Вот такой. При этом нужно показывать какую-нибудь травинку. Если росточку понравится, он будет становиться все больше и больше и может превратиться в дерево или поменьше, в цветок. Еще я хочу, чтобы он принес нам вкусный плод, и ты его будешь кушать, если понравится. Росточек подготовит свой плод для тебя. Каждый раз, когда вы приезжаете с ребенком на свой участок или он просыпается утром, первым делом нужно предложить ему посмотреть, не появился ли росточек. Если вы увидите появившийся росточек, обрадуйтесь. Когда вы сажаете не семена, а рассаду, необходимо тоже объяснить ребенку, что вы делаете. Если высаживаете рассаду помидоров, то пусть он подносит вам по одному стебельку. Если сломает нечаянно, возьмите в руки сломанный стебелек и скажите: «Я думаю, этот не будет жить и не принесет нам плода. Он сломался, но давай попробуем все же его посадить». И посадите наряду с другими хотя бы один сломанный. Через несколько дней, когда вы снова подойдете со своим ребенком к грядке с уже окрепшими стеблями помидоров, покажите своему малышу и на сломанный, увядающий стебелек,
И напомните ребенку о том, что он был сломан при посадке. При этом не разговаривайте с ребенком назидательным тоном. С ним нужно говорить как с равным вам человеком. В вашем сознании должно отложиться, что он в некоторых вещах превосходит вас, например, по чистоте помыслов. Он ангел. Если удастся вам это понять, вы сможете действовать в дальнейшем уже интуитивно. И действительно с вами станет ваш ребенок человеком, который и сделает вас счастливым. Когда вы будете спать под звездным небом, возьмите с собой своего ребенка, положите его рядом с собой. Пусть он посмотрит на звездное небо, но ни в коем случае не объясняйте ни название планет, ни того, как вы понимаете их происхождение и предназначение, ибо не знаете этого сами, и догмы, существующие в вашем мозгу, лишь будут уводить ребенка от истины. Его подсознание знает истину, и она перейдет в его сознание сама. Вы лишь можете сказать ему, что вам нравится смотреть на светящие звезды, и спросить у своего ребенка, какая из звезд ему нравится больше других. Вообще, очень важно уметь задавать ребенку вопросы. На следующий год ребенку нужно предложить свою собственную грядку, украсить ее, дать возможность делать на ней все, что он захочет. Ни в коем случае не заставлять насильно что-то делать на ней или исправлять сделанное им. Можно лишь спрашивать у него, что он хочет. Оказать помощь можно, лишь спросив у него разрешения, поработать с ним совместно. Когда вы будете высевать злаковые, дайте ему бросить на грядку своей ручкой зерна. «Хорошо», – недоверчиво заметил я Анастасии. «Может быть, так ребенок проявит интерес к растительному миру и может стать хорошим агрономом, но откуда все же у него появятся знания в других областях?» «Ну как же откуда? Дело не только в том, что он будет знать и чувствовать, как и что растет. Главное, он начнет думать, анализировать, и в его мозгу проснутся клеточки, которые будут работать уже всю его жизнь. Они-то и сделают его умнее, талантливее относительно тех, у кого спят эти клеточки. Что касается бытия, того, что вы называете прогрессом, он может оказаться непревзойденным в любой области, а большее, чем у других, чистота его помыслов сделает его наиболее счастливым. Его налаженный контакт со своими планетами позволит ему постоянно принимать все новую и новую информацию, обмениваться информацией. Все это будет принимать его подсознание и передавать сознанию в виде новых и новых мыслей, открытий. Внешне он будет обычным человеком, но внутренне вы таких называете гениями. Лесная гимназия. Скажи, Анастасия, тебя именно так воспитывали родители? Она ответила мне, сделав небольшую паузу, в течение которой, наверное, вспомнила свое детство. Я почти совсем не помню воплоти своих папу и маму. Меня воспитывали дедушка и прадедушка, примерно так, как я сейчас рассказывала тебе. Но дело в том, что природу и окружающий меня животный мир я как бы сама хорошо чувствовала, может быть, не осознавая до конца всего ее механизма. Но это было уже не главным. Когда чувствуешь, дедушка и прадедушка время от времени приходили ко мне и задавали вопросы, просили меня отвечать на них. У нас
Старшее поколение относится к младенцу и к маленькому ребенку как к божеству, и через ответы ребенка проверяет свою чистоту. Я стал просить Анастасию вспомнить какой-нибудь конкретный вопрос и ответ на него. Она улыбнулась и рассказала. Однажды я играла со змейкой, поворачиваюсь, а рядом дедушка и прадедушка стоят, улыбаются. Я очень обрадовалась сразу, потому что с ними интересно. Только они могут вопросы задавать, и сердце у них бьется в таком же ритме, как и у меня, а у животных по-другому. Я подбежала к ним, прадедушка поклонился мне, а дедушка взял меня на колени. Я слушала, как стучит его сердце, и перебирала, рассматривала волосы на его бороде. Молчим все, думаем, и хорошо так. Потом дедушка спрашивает меня. «Скажи, Анастасия, почему у меня волосы здесь растут?» И показывает на голову и на бороду, а здесь не растут, и показывает на свой лоб и нос. Я потрогала его лоб, нос, но ответ не рождался, а говорить необдуманно не могу. Нужно самой понять. Когда они пришли в другой раз, дедушка снова говорит: «Вот думать все продолжаю, почему у меня волосы здесь растут, а здесь не растут». И снова показывает на лоб и на нос. Прадедушка внимательно и серьезно на меня смотрит. Тогда я подумала, может, действительно это его серьезная проблема, и спросила: «Дедушка, а тебе что, очень хочется, чтобы они везде росли, и на лобике, и на носике?» Прадедушка задумался, а дедушка отвечает: «Нет, не хочется». «Так потому и не растут, что тебе этого не хочется». Он задумчиво, как бы уже сам себя спрашивает, поглаживая бороду. «А здесь растут, значит, потому что мне так хочется?» Я ему и подтвердила: «Конечно, дедушка, и тебе, и мне, и тому, кто тебя придумал». Тут прадедушка как-то возбужденно спрашивает: «А кто? Кто его придумал?» «Тот, кто все придумал», — ответила я. «Но где он? Покажи», — спрашивает прадедушка, поклонившись мне. Я сразу не смогла ответить им, но этот вопрос остался во мне, и я стала думать о нем часто. «А потом ответила?» — спросил я. Ответила, через год примерно, и новые вопросы получила. А до того, пока не ответила, дедушки мне новых не задавали, и я очень сильно переживала. Внимание к человеку. Я спросила у Анастасии, кто ее научил разговаривать, если матери и отца она почти не помнит, а дедушка и прадедушка общались с ней редко. Полученные ответы поразили меня и требуют осмысления специалистов, потому постараюсь наиболее полно воспроизвести их. Для меня смысл их стал проясняться постепенно. Сначала, после моего вопроса, она переспросила: «Ты имеешь в виду умение говорить на языках разных людей?» «Что значит разных? Ты что, умеешь говорить на разных языках?» «Да», — ответила Анастасия, «и на немецком, французском, английском, японском, китайском». «Да», — повторила она и добавила: «Ты же видишь, говорю же я на твоем языке». «Ты хочешь сказать на русском?» «Но это слишком обобщенно. Я говорю, по крайней мере, стараюсь говорить теми оборотами и словами, которые именно ты употребляешь в своей речи. Это мне было немножко трудновато сначала,
так как у тебя маленький словарный запас и повторяющиеся обороты речи, чувство тоже слабо выражено. Таким языком трудно изложить достаточно точно все, что хотелось бы. Подожди, Анастасия, сейчас я спрошу тебя что-нибудь на иностранном, а ты ответишь мне. Я сказал ей «Здравствуйте» на английском, потом на французском. Она тут же мне ответила: «К сожалению, иностранными языками я не владею. В школе учил немецкий, и то на 3. На немецком я исполнил целую фразу, которую мы со школьными товарищами хорошо заучили. Ее я и сказала Анастасии. «Ich liebe dich und gibt mir deine Hand». Она протянула мне руку и ответила на немецком: «Я даю тебе руку». Поражаясь услышанному, еще не веря своим ушам, я спросил: «И что же, каждого человека можно научить всем языкам?» Я интуитивно чувствовал, что этому необычному явлению должно быть какое-то простое пояснение, и я должен осознать его, донести людям. «Анастасия, давай рассказывай моим языком и постарайся с примерами, и чтоб понятно было», — попросил я немножко взволнованно. «Хорошо, хорошо, только успокойся, расслабься, а то не поймешь. Ну давай, я сначала тебя писать научу на русском языке». «Умею я писать. Ты про обучение иностранным языкам рассказывай». «Не просто писать. Я писателем тебя научу быть талантливым. Ты напишешь книгу». «Это невозможно». «Возможно. Это же просто». Анастасия взяла палочку и начертила на земле весь русский алфавит со знаками препинания. Спросила: «Сколько здесь букв?» 33, ответил я. «Вот видишь, букв совсем немного. Можешь ты назвать то, что я начертила книгой?» «Нет», ответил я, «это обычный алфавит, и все, обычные буквы». «Но ведь и все русскоязычные книги состоят из этих обычных букв», заметила Анастасия. «Ты согласен с этим? Понимаешь, как просто все?» «Да, но в книгах они расставлены по-другому». «Правильно, все книги состоят из множества комбинаций этих букв. Расставляет их человек автоматически, руководствуясь при этом чувствами. Из этого и следует, что сначала рождается не комбинация из букв, и звуков, а чувство, нарисованное его воображением. У того, кто будет читать, возникают примерно такие же чувства, и они запоминаются надолго. Ты можешь вспомнить какие-нибудь образы ситуаций из прочитанных тобой книг? «Могу, подумав», — ответил я. Вспомнился почему-то герой нашего времени, Лермонтова, и я стал рассказывать Анастасии. Она прервала меня. «Вот видишь, ты можешь обрисовать героев этой книги, рассказать, что чувствовали они, а с того момента, как ты прочитал ее, времени прошло немало. А вот если бы я попросила рассказать, в какой последовательности расставлено в ней 33 буквы, какие выстроены из них комбинации, ты смог бы это воспроизвести? Нет, это невозможно. Это действительно очень тяжело. Значит, чувства от одного человека передались другому человеку с помощью всевозможных комбинаций из 33 букв. Ты смотрел на эти комбинации и тут же забыл, а чувства, образы остались и запомнились надолго. Вот и получается, если душевные чувствования напрямую связать с этими значками, не думать о всяких условностях,
душа заставить эти значки стать в такой последовательности, чередуя комбинации из них, что читающий впоследствии почувствует душу писавшего. И если в душе писавшего... Подожди, Анастасия, ты скажи проще, понятнее, конкретнее. На каком-нибудь примере покажи мне про обучение языкам. Писателем меня потом будешь делать. Рассказывай, кто и как тебя учил понимать разные языки. «Прадедушка мой», — ответила Анастасия, — «расскажи на примере». Просил я, желая понять все быстро. «Хорошо, но ты не волнуйся, я все равно найду способ, чтобы тебе понятно было. И если для тебя это так важно, я попробую научить тебя тоже всем языкам. Это же просто...» «Для нас это совсем невероятно, Анастасия. Поэтому ты постарайся объяснить и скажи, за какой отрезок времени могла бы меня научить?» Она задумалась, глядя на меня, и потом сказала: «Память у тебя уже неважная, проблемы бытовые, на тебя много времени потребуется». «Сколько?» Не терпелось мне услышать ответ. «Для бытового понимания, типа «здравствуй, до свидания», думаю, что не менее 4, а может и 6 месяцев», — ответила Анастасия. «Все, Анастасия, рассказывай, как это делал прадед?» «Он играл со мной». «Как играл? Рассказывай». «Так ты успокойся, расслабься, никак не могу понять, почему ты волнуешься?» И она продолжала спокойно. «Прадедушка играл со мной, как бы шутил. Когда он приходил ко мне один, без дедушки, всегда подойдет, поклонится в пояс, протянет руку, я ему свою. Он мне руку сначала пожмет, потом на колено встанет, поцелует и говорит: «Здравствуй, Анастасия». Однажды он пришел, все сделал как всегда, и глаза, как всегда, смотрят на меня ласково, а губы говорят какую-то абракадабру. Я смотрю на него удивленно, а он снова уже что-то другое говорит, совсем бессвязное. Я не выдержала и спрашиваю: «Ты, дедулечка, забыл, что сказать надо?» «Забыл», — ответил прадедушка. Потом прадедушка отошел от меня на несколько шагов, подумал о чем-то и снова подходит, руку протягивает, я свою ему. Он на колено опускается, целует мне руку, взгляд ласковый, губы шевелятся, но вообще ничего не говорит. Я даже испугалась, тогда и подсказала ему. «Здравствуй, Анастасия», — говорю. «Правильно», — подтвердил прадедушка и улыбнулся. А я поняла, что это игра, и мы с ним так часто играли. Сначала несложно было, потом игра все усложнялась, но и интереснее становилась. Она начинается в 3-летнем возрасте и заканчивается в 11 лет, когда человек сдает как бы экзамен, заключающийся в том, что, внимательно глядя на собеседника, может понимать его без слов, на каком бы языке тот не изъяснялся. Такой диалог намного совершеннее речевого, и он более скоростной, наполненный. Вы называете это передачей мыслей на расстоянии, считаете необычным из области фантастики явлением, а это просто внимательное отношение к человеку, развитое воображение и хорошая память. За этим кроется не просто более совершенный способ обмена информацией, но и познание человеческой души, растительного и животного мира, мироздания вообще всего. Анастасия, а при чем здесь растущие на участке растения? Какое они тут имеют значение? Как же при чем? Одновременно ребенок познает мир растений,
как частичку механизма Вселенной, входят в контакт со своими планетами, с их помощью и помощью своих родителей быстро, очень быстро познает истину и интенсивно развивается и в области психологии, философии, естествознания ваших наук. Если такая игра будет проводиться и для примера будет использована какая-то рукотворная вещь искусственного мира, он запутается, ему не будут помогать силы природы, космоса. Я уже говорил тебе, Анастасия, ребенок в конце концов может стать агрономом, а в других областях, с чего у него появятся знания. Но Анастасия стала утверждать, что у человека, воспитанного таким образом, появятся способности к быстрым познаниям в любой области наших наук.